Версия о сохранности мамонтов, не только мамонтов, но и всех ископаемых животных интересует всех. Вот одна из версий, которая подтверждается нашими исследованиями, это является жизнедеятельность микроорганизмов рода Вассулюс. Они подавляют рост и развитие именно плесневых грибов. Они их просто съедают. Поэтому-то и мамонт, он сохраненный. Ну, значит, что я должен сказать о перспективах клонирования? Очень важно, очень хорошо, что на месте изъятия тела и останков мамонта были взяты образцы биологических тканей. Есть большая вероятность в том, что ДНК ядер этих клеток, она сохранна, поскольку уже после повторных замораживаний, оттаиваний экспертиза показала, что высокая сохранность ядер некоторых клеток, клеток кожи, откуда обычно берут ДНК для генетических экспериментов, клеток мышечных тканей, ну и некоторых других тканей. Эту молекулу ДНК нужно будет заставить работать, то есть убедиться, что она действительно жизнеспособна, и на ее основе можно воспроизвести весь целостный организм. Более того, должна будет быть суррогатная мама, ну, например, слониха, которая выносит этого мамонта. На все эти эксперименты уйдет 5-6 лет, не ранее.